Дорогие ребята, сегодня у нас большой государственный праздник, День России, и в этот день мы рады видеть вас всех у нас в историческом парке. Вы, наверное, здесь неоднократно бывали, знаете, что здесь проходит много интересных мероприятий и выставок. Но в День России мы традиционно проводим самые разные мероприятия. Сегодня очень рад тому, что мы открыли выставку, которая называется «Россия миру». Это выставка о науке, о людях науки, выдающихся российских ученых, которые внесли вклад в развитие и своей страны, и мировой науки. Но сегодня у нас есть еще два важных мероприятия. Это две лекции. Была лекция до обеда Александра Николаевича Кемкименова о нашей современной государственности, о том, как она развивалась в последний период исторический. Да? И сейчас я хотел представить вам Наталью Альбертовну Кашперскую, члена Общественной палаты Российской Федерации. У нас региона единственный член Общественной палаты Российской Федерации, заведующая кафедрой Высшей школы инновационного менеджмента. Я считаю, что просто великолепный оратор, поэтому вам повезло, что вы сегодня здесь находитесь. Наталья Андреевна, спасибо. Сегодня, знаете, я хотела представить вам поговорить не столько говорить в формате лекции, да, классической, а все-таки поговорить с вами о нашем самочувствии, что ли, о том, считаемся ли, можем ли мы себя назвать патриотами, как мы относимся к тому, что происходит в нашей стране и вообще в мире. То есть я рассчитываю все-таки именно свои сольные выступления, да, на свой бенефис, все-таки на общение с вами. Независимо от того, взрослые вы люди или нет, а с нами сегодня еще работают представители Высшей школы инновационного менеджмента, это Галина Геннадьевна. Вот, человек, который в этом году возглавляет детское направление у нас. В этом году у нас лагерь организуется на базе Шима. Вот она как раз руководит этим лагерем. Тоже сотрудник кафедры государственного муниципального управления. С нами сегодня работает Михаил Михайлович Чечеров. Обратите внимание, очень важный человек, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Имеет экспертное мнение по очень широкому кругу вопросов. Вот. И я очень рада тому, что с нами сегодня еще и работает представитель общества знаний. Слышали про такое вообще? Или не слышали? Давайте смело, нет? У нас есть общество знаний, и оно было всегда очень богатой историей, эта организация. Это люди, которым не все равно, люди неравнодушные, которые делают все для того, чтобы какие-то важные акценты расставить, они ездят по УДУСам. Я хорошо помню даже в своем детстве, как приезжали лекторы, когда это так называли, лектор, общество знаний, сейчас не знаю как. И вот на самые разные вопросы они отвечали с населением, и это было интересно. Вот. Если будут к нам подходить еще кто-то, я тоже буду рада. Но о вас я бы тоже хотела попросить вас представиться, откуда, какие учебные заведения вы представляете, откуда? Факультет отделения журналистики СХМ. Мой коллега. Отделение? Будущие экономисты, отлично. Вы откуда работаете? Тоже да? Как вы да? И вы? Еще раз? Колледж. Хорошо. Ну, в принципе, и с одним, и с другим учреждением очень плотно общаемся, поэтому, да, понятно. Вам, по большому счету, сколько лет? 18-19 где-то так, да? Спасибо. Вы знаете, несколько слов скажу о себе, чтобы вы понимали, да, кто я такая. Я абсолютно местный кадр. Я пошла в школу в поселке Сарга, Кобяйского района, 350 километров по реке. По сути дела, рядом с Якутском, да, это недалекий север, почти такая же жизнь, как в Якутске была тогда. И закончила школу там же, в тех год в городе Якутске. Родилась я на Донбассе. Родилась я в маленьком городе Ясиноватый, это шахтерский город. И как раз тот самый город, который сейчас подвергается бомбежкам. У меня там уже привязка есть, у меня там родственников никого нет, но у меня есть там взрослая мама, которая 87 лет. В этом году исполнилось, и она живет все это время. И все наши варианты, давайте перейдем оттуда, они заканчиваются провалом в переговорах, она не соглашается это делать, потому что
Вот такая позиция взрослого, ну даже не взрослого, а очень солидного человека, да, по возрасту. Но она говорит, я считаю предательством. Я приму ту долю, как она говорит, которая мне сверху дана. Ну, вот такая позиция у человека. Я не знаю, патриотизм это или, может быть, это недальновидность, человек опустил руки. Мы по-разному. Но у них есть, конечно, привязка к родным. Вот у меня сын призывного возраста, внук призывного возраста. Поэтому я не могу поступить иначе. И я знаю ее позицию. То есть она говорит, всегда нам говорила о том, что жить очень сложно без окон. То есть там, конечно, не такой холод, не такой лютый мороз, как у нас и в пути, но он сырой. Вот настолько, знаете, ощущение, когда просто замерзнет, когда живот замерзнет. Это вот про это, понимаете? То есть влага настолько сильная, что человек очень быстро зябнет, и жить без окон и без отопления это практически нереально. Это когда стены покрываются плесенью, это когда 100% влага в доме, а газа нет, света нет, вот костры жги. Вот они выходят во двор, чтобы разжечь этот костер, что-то себе приготовить. Единственный источник тепла. Другого нет. И это не просто съездил на рыбалку, да, в сезон, и так пошел в зимовье. Это не съездил в поход с ночевкой с одной, и ладно, как-нибудь там. Или не съездил надо. В нашем понимании, ну, это допустимо, правда, да, если там не минус 40. Уже так 8 лет или 9 лет. Это невозможно, это очень сложно. Когда люди меняются, их меняет жизнь. Поэтому, знаете, я бы хотела, прежде чем мы начнем с вами вообще говорить о чем бы то ни было, я бы хотела вам показать удивительные короткие фильмы, 2 фильма коротких 5-минутных, которые сняла замечательная режиссер Франк. Она назвала их «Серия Лиги Донбасса». Вот. И вместе с Анной Ребякиной это сделала, это поэтесса из Донецка, девушка из Донецка. Она сейчас тоже член Общественной палаты Российской Федерации, мы с ней знакомы лично. И вот, когда я первый раз увидела эти фильмы, у меня произошел какой-то прям прорыв в сознании, я поняла, что это сложно, что жить так 8 лет, это совсем по-другому все меняется. Вот я бы хотела попросить вас включить первый фильм, там, где мальчик у нас первый, да, Лиги Донбасса, звук погромче. Мальчик живет 8 лет в коридоре. Он просто живет в коридоре. Он в другой жизни не знает. Ему всего 8 лет, и он другой жизни без войны он не видел, он не встречал. А мы можем немножко свет включить? Мечта стать как Роналду и получить, как он, 7 золотых кубков. Когда на улице выпускают, я тренирую сейчас, он практически на улицу не выходит. И я здесь с бабушкой строю для безопасности, потому что если сильно стрелять будут, мы не успеем побежать в коридор. Тебе страшно, когда стреляют? Если свистит, да. А почему не свистит? Ну, когда граната какая-то пролетает. Если громкий свист, что-то крупное. Если очень громкий, самолеты. Если обычная бомбочка. Если я не успеваю бежать в коридор, я падаю на пол. Вот так вот. Чаще всего я успеваю. Когда очень сильно стреляют или свистит самолет, для меня эти моменты страшные. А сейчас они очень часто бывают. Мама, она бухгалтер, заменитель главного. Папа охраняет шахту. А сейчас папа где? На войне. Он звонит тебе? Ну, не мне, а маме. Все хорошо? Он всегда так говорит, но мы думаем, что это не совсем правда. Как может быть хорошо-то? А расскажи правду, пилотку. Ее мне подарил папа, когда приезжал последний раз. Когда ты?
месяц назад. И ты хочешь стать дизайнером. Если с футболистом не сойдется. Если не сойдется, я больше все равно хочу стать футболистом. Но ты не хочешь проиграть. Нет. Почему? Потому что, когда люди воюют, больше погибают людей. И вот получается, на войне больше людей убиваются, чем завоевываются. Что не дом, то город пустой, что не сух, то сух язык. Это боль посильнее за боль. Бог, какого для нас вообще, означает к сожалению, не очень стабильная связь, видимо, да? Но вот комментарий к этому фильму, вот видите, 8 у него стоит, да? Это 8 лет праздновали его. Вы понимаете, что это как раз тот самый период, когда их разругали атака, когда ребенок родился уже во время войны, когда собственный, против собственного народа было связано. Поэтому ребенок считает это нормой, он живет в культуре, это нормально. Когда нас выпускают на улицу, вы слышите слова? Нас выпускают на улицу. И он не говорит, что это плохо или хорошо, он говорит безоценочно. Он просто сообщает, да, как он живет. Потому что другой жизни он не видел. Вот это страшно. Я видела, у меня папа живет в Ростове, и я видела реакцию детей, да, там тоже бывают прилеты. Я один раз в год всего туда езжу, как правило, и я вижу, ты идешь по улице, и вдруг какой-то звук застройки, да, вот для нас он совершенно обычный. Мы на это вообще не реагируем. А там какие-то люди идут и падают на асфальт. И ты понимаешь, как они приехали. Они по-другому не могут. То есть люди пугаются громких, шумовых каких-то вещей, эффектов, только потому, что они знают, что их могут убить. Это сопряжено с опасностью жизни. Ну и второй фильм, тоже молодая предпринимательница, очень красивая девушка. Это последняя вот Алина. Вот это, да. Как этому городу нужно больше героев, так мы решили, что этому городу нужно больше художников. Потому что художники тоже герои. Галерея родилась еще в 2013 году. Родилась как самый добрый и самый приятный проект. Хотелось просто, чтобы взрослые люди имели возможность прикоснуться к живописи не только в галерее, а могли прийти и самостоятельно написать картины. Проект развивался всего лишь полгода, и затем началась война. Все вокруг гремело, а мы хотели рисовать. Мне звонили люди, которые говорили: давай открывайся, мы будем ходить каждый день. И чем громче стреляли, тем больше было людей. Это было удивительно абсолютно. Приходили дети, взрослые, они готовы были проводить время с утра до вечера. И люди надеялись, что так смогут забыться, может быть, не знаю. И нам просто очень повезло, что мы нашли такое светлое помещение. Я всегда мечтала, чтобы были огромные окна, чтобы мы могли любоваться бульваром Пушкина, драмтеатр недалеко, у нас здесь театр оперы и балета, и прямо из окна. И это место очень сильно вдохновляло всех. Ну, и, к сожалению, так произошло, что 14 марта в результате прилета точки У вылетели все окна. Но в нашем случае все окна — это все стены. И буквально через минут 10 мы начали звонить и говорить: давайте мы придем, мы вам поможем, мы все уберем, что нужно, какая помощь. Это было просто что-то удивительное, потому что город гремит,
а люди все равно предлагают свою помощь. Наши люди просто привыкли их слышать, на них не реагируют даже. И самое страшное, наверное, что не реагируют дети. Дочка, ей 6 лет, она не понимает, что происходит, она вообще никак эти звуки не воспринимает. Была ситуация 28 февраля, мы живем на улице Панфилова, и были перелеты у нас во двор. В это время мы сидели дома и услышали страшные, прям очень близко были взрывы, начали взрываться машины. Она сидела, рисовала, она услышала звуки и посмотрела в окно. Мы с мужем пересмотрелись, просто так друг на друга посмотрели, решили не реагировать никак. И она посмотрела на нас тоже и продолжила рисовать. Мы пережили в 2014 году, мы думали, что впереди какое-то светлое будущее. Никто не хотел, чтобы впереди снова была война. Никто из людей, которые здесь живут, этого не хотел. Я помню, когда 9 мая в школу приходили ветераны, я помню свои детские переживания, я думала, как так, почему такое могло произойти? Неужели ни один не мог позвонить другому? Ну это же взрослые люди, ну как так? И я помню, что когда ветераны заканчивали эту историю, каждый свою страшную историю, и я думала, слава Богу, что точно такое больше не повторится. Что невозможно в современном мире прийти к войне, что мир стал каким-то цивилизованным, что есть 1000 связей, возможностей коммуникации, и как так? Не знаю, разве может что-то стоить детских жизней? Плачу из-за того, что кроме дела больше вам ничего не могу не показать и рассказать. Потому что уже не все. Потому что обидно об этом говорить, потому что просто до этого мы жили, не обращали внимания всеми силами. У меня, где изначально на бульваре Пушкина была студия, это было 14 февраля 2015 года, последний день перед перемирием, кажется, так, проходили занятия, одни дети уходили, другие приходили, и в промежутке был слышен взрыв, и дети говорили: Алина, это далеко или близко? И я детям говорила: нет, это далеко, что вы. И буквально через несколько секунд прямо во двор тоже что-то прилетело, я не знаю, что это было. Моментально мы все оказались на полу. И стало очень страшно, потому что я понимаю, что родители этих детей, они вышли гулять по бульвару Пушкина. И моментально я начала представлять самые страшные картинки. Я не понимала, сколько еще этих взрывов было, куда они попали. Просто ужас. Где-то около получаса мы не могли никому дозвониться, исчезла связь. Очень часто такое случается, что после взрыва связь исчезает. И детей некуда было спрятать, потому что с одной стороны тоже были окна, и с другой стороны были окна. Не было такой вот комнаты, там, где правила были стены. Это сейчас мы знаем, тогда мы не знали, но просто интуитивно. Всех детей спрятали в такой маленькой кладовке. И я стояла, я не поместилась в эту кладовку. Я стояла и думала, что можем даже из гипсокартона. Все, что мы можем сделать, это сделать такой мир вокруг себя. Я могу привезти банановое молоко, потому что люблю такой кофе. Я могу привезти краски для своих художников, чтобы они рисовали. Но глобально ничего не меняется, к сожалению. Это спецоперация по снятию масок с людей. Скорее так. Показали все себя. И близкие, и дальние. Ничего, не знаю, кто есть кто теперь. Подбодрить всех только тот день, когда все смогут жить нормально. Когда дети смогут нормально ходить в школу, когда можно будет утром подумать, что ты хочешь на завтрак, а не читать телеграм-каналы. Спокойствие такое и вокруг, и в душе.
Все просто об этом мечтают и все. Вот такие две истории, коллеги, да. Александра Франк создала большой, 15, что ли, вот этих великих, как я раздаю Донбасса, там и ветераны войны есть. Ну вот меня поразили эти две истории, они, во-первых, о молодых людях, скажем прямо, да. А во-вторых, вот девушка как бы в творчество ушла, рисует свой какой-то мир, я ее очень понимаю. Я далекий от живописи человек, но когда объявили спецоперацию в 2004 году, у меня реакция была близкая к этой. У меня было желание включать телефон, я прямо ждала, когда закончится рабочий день. При этом я не заканчивала художественную школу. Но я приходила, у меня дома есть холсты, есть акриловые краски, и я прямо хотела выключить телевизор, либо только смотреть про историю России. Вот такой прямо вот пунктик у меня был. То есть я прямо ставила фильмы про Елизавету, про Петра, история России, да, как это все было. И я рисовала интерьерные картины без претензий на какой-то художественный изыск. То есть я просто делала то, что было у меня внутри. То есть я вот видела все свои эти эмоции и выливала вот таким вот образом. Поскольку здесь сидят творческие люди, языки, они наверняка могут понять меня и объяснить, что это уход от реальности и желание создать какую-то другую реальность, в которой тебе будет более комфортно. Ну, к счастью или к сожалению, этот период прошел, я сейчас не рисую, но тем не менее, да, мы все равно пытаемся создать творческую какую-то нишу, в которой будем реализовываться. И вот на фоне всего этого, на фоне того, что я досконально знаю, как там люди живут на Донбассе, в городе Синоватое Донецкой области, через свою крестную маму, и она мне, знаете, какую фразу говорила, мы еще тогда об этом не знали. Я ложусь спать с мыслями о Путине и прошу Господу здоровья для него. И просыпаюсь с этой же мыслью. Я за детей молюсь, за внуков и за вашего Путина, тогда еще вашего. Говорит, почему? Говорит, ну, вы же еще не в составе России, мы спрашиваем, да, с мамой. А она говорит, если бы не он, мы бы уже умерли, потому что он нам платит пенсию. Владимир Путин принял такое решение, которое даже, в общем-то, не особо и не популяризировалось у нас в России. Но мы поддержали этих людей, потому что это действительно русские люди, которые живут просто на той территории. Вы понимаете, почему возник этот праздник, да, День суверенитета? Потому что 15 союзных республик было. Российская Федерация, в общем-то, очень размытые были границы, они были очень условные. Где Белоруссия, где Украина, где Татарстан. Это все было просто Российская Федерация. И вот когда эти границы ближе к развалу нашей страны становились все более ярко очерченными, мы поняли, а где сама Россия, России-то и нет. То есть мы растворились в других. И тогда нужно было все-таки, это было, я думаю, правильное решение, вот сделать такой финт и все-таки суверенитет, выделить Россию как таковую, понимаете? Это, может быть, на тот момент как-то и спасло от каких-то поползновений. Тем не менее, вся логистика, все было нарушено, страна была разрушена. И, конечно, все это создавать было очень сложно. И вот на фоне всего этого, коллеги и ребята, 3 дня назад я получила большой шок. Пообщавшись с девушкой, которая приехала к нам в Якутию из Луганска. Это конкретный человек, даже не помню, как ее зовут, но я знаю, где она работает. Вот, я с ней общалась и понимая, да, позицию моей крестной, видя вот этих вот ребят из этого фильма, и общаясь с членами общественной палаты Российской Федерации. У нас там уже с Крымом школы побратимы в Ленинграде есть, там всякую работу мы ведем. И тут девушка примерно вашего возраста, приехавшая к нам из Луганска, я с ней просто болтаю. И говорю, скажи, пожалуйста, как сейчас вообще жители Луганска воспринимают там то, что вы в составе России и так далее. И я хотела услышать одно, и готова была услышать, потому что как классно, что мы вместе, да, сейчас намного стало лучше, обстрелы практически в Луганске прекратились, идет восстановление. А я услышала в ответ совсем иное. Она мне сказала, ну я не знаю, там 50 на 50 как-то относятся. Я говорю, в смысле, кто 50 на 50 относится? Ну, жители Луганска, сказала она, так особо не вдаваясь как бы в тему. И что-то продолжает записывать, подсчитывать. Я говорю, подождите, я не поняла. То есть вы считаете, да нет, я вообще вне политики, мне это не интересно. Можно ли оставаться вне политики, когда
когда наша страна находится в таком положении, когда мы отстаиваем право на существование нашей страны, и человек, который приехал к нам в Якутию из Луганска, рассуждает так: я вне политики, мне все равно, лишь бы меня это не трогало. Вот я очень была удивлена этой маргинальности, но такие люди тоже есть. Как к ним относиться, я не знаю. Я очень жестко даю энергию на это против. Я не могу, я как бенгальский огонь загораюсь. Я не могу молчать, я не знаю, стоит молчать, либо надо говорить об этом. Это, наверное, дело каждого, но я для себя определила, что я не могу пропустить какие-то сообщения в группе, когда сегодня, например, сообщают о том, что это не праздник, это день памяти нашего государства, это траурный день, потому что России той самой вот уже нет, Российской Федерации, той нашего Советского Союза. Я удаляю, если я в этой группе значусь админом, я удаляю эти сообщения, поздравляю всех с праздником, говорю красивые слова, и находятся те люди, которые ставят лайки моим сообщениям. Но я не знаю, стоит ли это спускать на глаза, что называется, проходить мимо, либо все-таки ввязываться в эту драку, условно говоря. Дело, наверное, за каждым. И мнение каждого из вас для нас очень важно, потому что буквально вчера у нас в Шиме была защита работ, и выступал преподаватель из вашего учебного заведения, и он сказал: молодежь, мои студенты, это ресурс развития России. Поэтому, действительно, вы не просто молодые люди, вы ресурс развития России. Мы уже, к сожалению, ходячая натура. Через 10, через 15 лет, да, Дмитрий Иванович, к сожалению, да, а те люди, которые сидят за вами, да, это ресурс развития России. Поэтому я очень хочу, чтобы мы с вами говорили на одном языке, и понятийный аппарат у нас был один. Поэтому я все-таки сейчас хочу дать микрофон вам. Здесь можно рисовать, точно? В общем, история такая. Я очень хотела бы, чтобы мы с вами поговорили о том, кого мы можем считать патриотом, но не так просто, да, мы назвали какие-то вещи, а подумать по поводу, вспомнить историю из своего личного опыта, из своей личной жизни о том, когда вы подумали: вот это точно патриот, вот это прям точно патриот, он точно делает республику Саха-Якутия, Россию сильнее, это круто. Вот когда это произошло? Либо когда вы поняли, что вы патриот. У нас будет очень много лучей, крайне патриотизма много, и я очень хочу, чтобы вы сюда выходили, брали это пишущее средство, и говорили о том, что вот для вас. Можно начну я, расскажу вам историю. Я уже говорила, что я из СНГ, и я прям точно помню момент, когда я поняла, что я патриот. Когда у меня родилась, люди сказали, что я не дам микрофон. Вот, я точно поняла, что у меня прямо вот работал тумблер, и я поняла, что не бойтесь, это не больно. И я поняла, что я патриот. Я приехала в Сангар, школу закончила, уехала учиться сюда, в Якутск, и долго не приезжала. И потом в командировку приехала в 2007 году, а это период, когда в Сангар просто полная разруха была. Когда там эти двухэтажные деревянные дома просто пришли в негодность, и не восстанавливался этот фонд, вообще ничего не строилось, горели шахты, люди уезжали. И я поняла, что я еду по центральной улице Ленина и Алексеева, а домов, где жили мои одноклассники, их просто нет. Ну, просто их не законсервировали, их уже снесли, они разрушились. И я понимаю, что тут жил Женя Москов, тут жила Лера Зеленина, тут Наташа Настигна, а их нет. И там только вот эти вот трубы отопления, да, вот так вот стоят страшно. И это был еще мороз, это была зима, это было минус 40. Я ехала в такси, плакала, слезы не так шли, а прям вот так. Потому что это... Я поняла, что вот именно тогда я поняла, что это вот то, что уйдет навсегда. То есть уже нет этих людей в этом месте, потому что все уехали. Потому что нет и не будет никогда тех домов, в которых я была. Нет каких-то привязок к этим людям, с которыми я ходила в один класс, в одну школу. То есть привязка к месту, к малой родине. То есть для меня патриот — это тот человек, который любит свою малую родину. То место, то есть у него есть привязка
Кто в Березке, Косинке, Чарчинске, Тальцевске, Валёвинске, неважно в каком районе, но у него есть желание сделать что-то для своей малой родины. То есть вот понятие «малая родина» для меня, когда входит в понятие патриотизма, поэтому я пишу «малая родина». Дмитрий, я прошу волшебного фломастера дать. Посмотрите, где какая. Расскажите вашу историю. Да. Кого вы считаете настоящим патриотом, либо когда у вас произошло осознание того, что реально я патриот? Ну, в моем понимании, патриот – это человек, который задумывается о своей роли в каком-то общем деле, и для которого вот то место, где он живет, те люди что-то значат. Вот. Который задумывается о прошлом, который ценит труд тех людей, которые что-то делали для него в том деле, в котором он сейчас трудится. Наверное, это какие-то ценности внутренние. Восприятие важности окружающих, исторической какой-то памяти. Людей, как субъекты, да, то есть мы ценим людей, которые находятся рядом с нами, смотрите, мы продолжаем делать начатое у нас, да, ценим людей. И второй вектор, когда вы тоже назвали, что это ценность людей. Вот вы не убегаете, что вы так боитесь, да? Для меня патриот – это человек, который интересуется историей своей семьи, опять же, историей своего родного города, своей малой родины. Вы 40%. Я интересуюсь своей родословной. Это очень важно, коллеги. Вот это вот, я интересуюсь своей родословной. У меня, к сожалению, нет такой возможности, когда это очень запутано, все уходит куда-то за границу. Но если главный возможность, значит, тогда ценим родословную, ценим свою семью, свой род, да? Ценим семью. Еще является работа над тем, там у нас уже есть слова. Всем добрый день. Я вижу, тут уже разбежались, некоторые, надеюсь, подойдут. Но в целом, вот, в моем понимании, патриотизм – это же, конечно же, любовь. Это любовь к людям, любовь к родине, любовь к своему родному делу. Например, как я тут работаю, я люблю свою работу. И самое главное – любовь к общине. И самое главное, могу еще добавить то, что когда вот видишь человека, ты к нему хорошо относишься. Коммуникация есть. Это вот можно все в рамках везде. Конечно. Знаете, нам очень не хватает внимания, у меня приглашен в совершенно обыкновенном доме. У нас есть две бабушки-консьержки. Мы так любим. Мы им так
оказываем внимание, мы делаем сбор денег там, на 8 марта, на Новый год, да, мы всегда найдем понимать, мы эту речку подхватываем, давайте мы вам поможем. Они от нас не уходят уже 6 лет. Старенькие бабушки из деревни, из якутских деревень, одна из Алёпинска, другая Чурапчинская. Сейчас они переехали, живут где-то в пригороде, на старости лет переехали, да, на большие квартиры не накопились в центре города. Вот, и зарплаты-то коттеджи маленькие охраняются. И поэтому их там люди, все вот удивляются, как так, а тут уже зарплату получают, но почему-то в втором подъезде не меняются коттеджи, а в первом, в третьем меняются. Что такое? Управляющая компания не убивает. А мы просто оказываем уважение, понимаете? Мы их любим, мы с ними здороваемся, моя собака мимо не проходит, она с ними сидит на скамеечке. Ну, в общем, вот такие вот темы. Это совсем не больно и не дорого, но тем не менее это дорого стоит. Вот вам реально этой любви, молодой человек абсолютно прав, когда не хватает для того, чтобы ценить друг друга, а это не сложно. Человек иногда выйти измученный нарзаном, да? Так. Ну, вообще, на самом деле, тот же, например, Шекер Апанинов, его не назвать патриотом нашей страны нельзя, хотя он уже эмигрировал, когда-либо он участвовал в том, что он это собирал и организовывал этот сбор средств во время, ну, сейчас, как буду говорить, Второй мировой войны для нашей страны, для СССР. Ну, вот он придерживался ценностей, причем ценности разные. У него была ценность, то, что Россия должна быть независимой. Поэтому есть какие-то ценности, которые люди придерживаются, и они не могут переступить. У него явно сидела в душе, что если фашистская Германия победит, это не его ценность, он этого не жалко. Поэтому, я думаю, это приверженность ценностям, которые есть у страны, у людей. Но они, наверное, мне кажется, сформировалась. Это куда? Нет, вот же ценности сообщества. Нет, нам определенная ценность была, ценности. Как написать? Приверженность, слово все-таки приверженность, да? Ценностям. Можно взять слово страны? Из понятия социума или социума? Слово социум, правда, не партнер. Публикация. Ну, патриот — это тот человек, да, на мой взгляд, который и понимает историю, и хранит историю. Я сам называю историю. Да? Тот человек, который хранит историческую память, наверное, передает другим. Сейчас это, ну, может быть, тоже важно. С другой стороны, еще один немаловажный аспект патриотизма, я думаю, что это мужество. Мужество. Историческая ценность и историческая память. Ну и мужество. Мужество подразумевается возможность за свою жизнь и за своих близких, да? Потому что вот много сейчас говорят про ту же мобилизацию, да? Сейчас мы мобилизацию не проводим. Почему не проводим? Потому что у нас есть много патриотов своей страны, да, много мужественных людей, которые идут добровольно, да, поступают в военную службу по контракту. Они действительно сейчас сражаются, они подвергают свою жизнь рискам, да, к сожалению, иногда отдают героически свою жизнь, да, за то, чтобы те ребята, которые сейчас, к сожалению, проживают действительно, они может почти всей жизни в коридорах, да, и вот помню, с 15 я ездил в Крым, да, там встречался, ну и сам по образованию историк, да, еще и мне как историк было важно понимать, да, тогда вот Крым только присоединился к Российской Федерации. Что у людей?
как это ощущает, да? Потому что ну, тогда это события только-только начинались, поэтому ну, где-то писали вот то, что ну, западных СМИ, да, тогда лишь нашими партнерами, да, много писали про нас, они писали, что мы аннексировали, мы захватили Крым. А я ну, подхожу к людям и спрашиваю, вот вы сейчас состоите в Российской Федерации, что для вас это значит? Говорят, что ну, некоторые, ну, я подходил к девушкам, да, из Луганска они были, они сразу плакать начинают, потому что они, ну, говорят, что действительно то, что Российская Федерация за них заступилась, это ну, другого стоит. Понимаете, в одной и той же области живут люди, но так по-разному, как вот эта девушка, с которой я познакомилась 2 лет назад, я вне политики, извините, да? Да. Но все равно между меня и регионом по мою семью. И вот девушка, которая дружит. Да, они поступили в Крымский федеральный университет, который был тогда только образован. Они поступили учиться, ну и это была для них возможность уехать с их мест и так далее, да, сохранить свою жизнь. Они это плакали. Потом сидит бабушка, Божий мальчик, да, продает цветы. А я впервые в Севастополе. Да? И я замечаю, что каждые 20 минут взлетают истребители с военным атомом. 20 минут. А для меня человек, который всю жизнь жил в Якутии, мы далеко от всего этого. Для меня это был большой шок. Я уже начал опасаться. Я один раз пролетел, второй раз пролетел. Почему мне так каждый раз летает, либо что-то случилось, какой-то противист спрашивает. Вы боитесь того, что они взлетают с военной базы? Это же военные самолеты. Бабушка говорит, нет, я наоборот, спокойно. Я знаю, что раз они взлетают, они нас защищают. Да? Страшная ситуация, например, в Крыму. Видите, как по-разному одно и то же, да? Мы воспринимаем, Ну, а там были ребята, которые, ну, тоже имели родственников на Украине, да, и остались там, и у них, ну, свои определенные, они тоже, ну, единицы были ребят, которые плохо относились к России. Вот, да, захватили, то все. А там были ребята, которые там чуть было не хватали, говорят, ты что говоришь? Ты вот сам всю свою жизнь вот тут прожил, да? Там его деда вот в концлагере, вот в Красном, рядом с Симферополем, там замучили. Дмитрий, когда у меня был вопрос, человек все-таки поцарапал это тело, как стоит мне, как правильно реагировать на такие встречи, которые со мной случились? Как правильно это? Вам как кажется? Трудно сказать, конечно, Я как правильно. Ну, у человека у всех разные судьбы, да, может быть, у нее там другая судьба была, да, но, конечно же, для нас, для всех, да, ну, исходя из тех ситуаций, которые сейчас происходят, вот ваша позиция, я бы тоже так же поступил, наверное. Мне кажется, здесь не хватает, если мы будем молчать, да, то они будут говорить, они будут продолжать так говорить, что все равно, конечно, все было хорошо, что нас не казалось. А если мы будем говорить о том, что да, вы должны быть счастливы, что мы оказываем помощь, вы должны ценить, что наши мужчины должны защищать ваши регионы, и они там пробивают. И чем больше и громче будет наш голос, тем тише будет их всплески благодарности, понимаете? Поэтому все-таки защищать свою страну не только проявлять мужество на полях сражений, но и как это? Что это? Отстаивать честь? Отстаивать честь своей стороны. Вот сейчас это один из таких важных моментов, да, потому что, ну, не секрет, ребята, да, что у нас сейчас идет информационная война. Да, в гибридном формате идет война. Да, на полях специальной военной операции, да, где сейчас проходят боевые действия, но еще и гибридная война. В тех же самых социальных сетях, в тех же самых средствах массовой информации, много фейковых информаций, и вот российское общество знаний могут
делаем все возможное, чтобы наши люди как-то учились хотя бы различать, да? Чтобы не сформировалось критическое мышление. То сейчас много разных пишут, даже на якутском языке. Тот же самый цифровой рубль, да, то, что вот его ввели, это плохо. Это вот та же самая вакцинация, а если через вакцинацию нас пытались всех либо чипировать, либо поработить, либо вообще уничтожить. Да? Человек разные пишут. Мы вот проводим такие встречи и рассказываем, да, что только на таких встречах реально открывается глаза. Поэтому еще я думаю, все-таки быть активным и в соцсетях, да? Ну, то есть ты должен что-то делать. Не просто созерцать, как это делают другие, и поддерживать их, кивая головой, например, да? Но и самому быть каким-то активным. То есть активным. Но главное не превращаться в диванные войска. Да? Потому что Нет. не только в социальном пассивные, но и в жизни показывать себя, да, как гражданин. Да, как гражданин своей великой страны. Ну, помогать тоже пожилым людям, да, перейти дорогу просто, либо спросить, вдруг что-то, помощь нужна, вдруг кто-то потерялся, да, или еще что-нибудь. Вот, например, та же ситуация с нашими мошенниками. Звонят нашим пожилым гражданам, и вот мало бедных, на такое в январе никогда не говорил, но мы с вами поделились. В январе текущего года я иду с работы в центр. Зима, минус 50, холодно. Иду и замерз, зашел в торговый центр активности, погреться. Да, посмотреть. Заодно снять в банкомате несколько сотен рублей, да, наличные средства. Снял деньги, сел там, стоят туфли, сел там, греюсь, и там стоит бабушка. Разговаривает по телефону и пытается ввести какие-то реквизиты. Непонятно. А я сначала внимания не обратил, а потом прислушался и понял, что она разговаривает с совершенно незнакомым человеком. Человек, который диктует ей реквизиты какого-то банка и говорит, давайте вот переведите. И прям настаивает. Потом она не смогла, слава Богу, у нас уровень иногда вот то, что люди информационно не просвещены, да, наоборот, когда помогает. Если бы бабка была, извините, продвинутая, она была быстро поп и перевела денежки. Но она не смогла. И ей сказали, видимо, перезвонить. Я к ней подошел, спрашиваю, а вы знаете таких людей, с которыми вы разговаривали? Говорит, нет. А вам откуда-то из банка, говорит. А с какого банка? Центробанка России. Служба безопасности сказали, что пытаются меня взломать. А вы что, говорит, это же самый распространенный вид мошенничества. Как я понял. И они перезвонили и говорят, вот там рядышком, видимо, есть вот это, да, банк, там банкоматы, иди туда. Через сколько вы до туда дойдете? А она отвечает, ой, Диночки, я не могу так быстро дойти. У нас просто что, у меня нога больная. Я тогда понял, что она разговаривает с теми людьми, которые не знают ее. Да? Я думал, может, она своим помощникам пытается перевести. Когда я спросил, подошел и спрашиваю, вот с кем вы разговариваете? Я сказал, с Центробанка. Слушай, только тогда открылись глаза и говорит, я что-то тогда им чуть было все свои сбережения чуть было перевела. Вот так. Спасибо. Вот и хочу призывать молодежь, чтобы вы, когда вот видите, да, может быть, да, не проходили мимо, много таких случаев. Нам надо беречь наших пожилых людей. Да, они вот строили наши страну. Хорошая тема пожилых людей, я очень хочу, чтобы вы передали такой Галине, у нее есть уникальный пожилой человек, которому она это расскажет, вы будете в шоке, если не знаете. Добрый день. Я хочу рассказать про своего героя. Может быть, лучше видео? Да, включите, пожалуйста, второе видео. Варвара Григорьевна Макарова. Можно с тихим звуком сделать, а Галина будет рассказывать. Это знаменитая моя землячка из Салтарского волоса, которая является женщиной-марафонкой, чемпионкой мира неоднократной, Европы шестикратной, по бегу, и также она
пользу холода забеги же бывают зимние, и вот она 5 километров в 150 градусов бегает. И причем она бегать начала после 40 лет. И последний забег у нее был 83 года. Совершенно уникальный человек, который мотивирует всех своих земляков в Малой Родине и Республике Саха-Якутия в целом. Значит, Варвара Григорьевна, она медик, всю жизнь проработала фельдшером у себя в Сунтарском районе. Кроме этого, она более 20 лет возглавляет спортивно-оздоровительный клуб, который посещают односельчане, подтягивается. Она сейчас переехала в Якутск, дети ее перевезли, но она не перестает быть очень активной. В неделю 3 раза ездит плавать в новый бассейн, который Сулус-Мархен. В свободные от бассейна дни она бегает на манеже и занимается на тренажерном парке. Вот такой уникальный у меня человек-герой, которого я пригласила на патриотический проект «Свои», который под эгидой Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия мы руководитель реализуем Наталья Альбертовна. Что я хочу сказать? Варвара Григорьевна мотивирует меня со школьных лет, потому что она является по совместительству мамой моей одноклассницы, которая в этом году заняла 2-е место в России по суточному бегу. 24 часа она пробежала 230 километров без остановок и заняла 2-е место по России. И вот пример. За 40, коллеги. Да, дочке за 40, она тоже получила, значит, официально уже статус международного класса, да, получается? Мастер спорта международного класса за суточный бег более 230 километров, там еще 500 метров плюс к этому. Вот эти люди живут среди нас, они мотивируют молодежь заниматься собой, являются примером. В народе ее называют Сюрик-Балбара. Никто не знает, что она Макарова, все знают, как Сюрик-Балбара. Бегуди Балбара. Сейчас ей 85. Это дочка пробежала, ее дочка, Слободчакова Полина, она... 45 пробежала? Да. Но все равно, Дмитрий Иванович, 45 лет пробежали, да? Вот в 45 лет она пробежала такой марафон, готовилась она 2 года к нему и доказала всем нам, что невозможно, возможно, если человек ставит цели и добивается нереальных результатов. И они каждый раз участвуют в международных проектах, в российских проектах, они славят Республику Саха-Якутия и продвигают бренд нашего региона, да. на весь мир, понимаете? Простой человек, не надо там, я не знаю, специально там чемпионом мира и так далее. Да. Простая женщина, которая 40 лет, решила заняться легкой атлетикой. Да. В таком свободном формате для поддержания своей физической формы. И в итоге, как вы видите, вот результаты шикарные. 85 лет, пожалуйста, моя героиня. Она передвигается, при этом у нее очень низкое зрение, но не пользуется ни палочкой, ни собакой-поводырем, хотя ей полагается пойти. Она говорит, нет, это говорит, как же так, я буду выглядеть некрасиво. Пожалуйста, самостоятельно. Никто ее не сопровождает, везде ходит, везде занимается. Я же говорю, в Сулус ехать, это же так далеко. Она такая, хочу меня, вы живете, я думаю, с чего? Почему вы туда не ходите? И прям совестно стало. Действительно, ему мотиватор. Поэтому, да, Варвара Григорьевна, это мой герой, которого я пригласила. Я просто хотела вам сказать, что патриотизм, он разные формы имеет, и вот любой, каждый из нас может стать своим патриотом. Я очень уважаю и люблю Варвару Григорьевну и восхищаюсь ее примером. Коллеги, вот этот проект «Свои», вы уже поняли. Поэтому, если у вас, в вашем окружении есть люди, которых вы считаете патриотами, вот, коллеги, я просто задала вопрос, у тебя есть в окружении действительно люди, которых ты считаешь патриотами?
и она пришла и рассказала об этой героине. С этим же вопросом я обращаюсь к Дмитрию Ивановичу, и он тоже рассказал про уникального человека, про своего друга, который имеет транспортные средства, передвигающиеся по воде, и он делает много добрых дел, социально значимых добрых дел, и для семей участников СВО, и просто для жителей нашего региона. Поэтому, вот видите, Балакшин у нас был в гостях, она его сразу не узнала, эта женщина, да, толкнула рукой, потому что зрение плохое, а потом поняла, кто это, потому что начала фотографироваться. Поэтому, Дмитрий, коллеги, если у вас есть в вашем окружении патриоты, мы можем в июльский номер вас включить с вашим героем, вы придете и расскажете о нем. Но он должен быть малоизвестным, понимаете? Он не должен быть мегазвездой, потому что звезды, если зажигаются, это уже кому-то нужно. А мы хотим посвятить тех людей, которые делают нашу республику сильнее, Россию сильнее, но о них мы знаем мало. Поэтому посмотрите, что у нас получилось. В принципе, достаточно неплохой вариант, и не случайно говорят, что патриотизм имеет грани. Вот столько граней у нашего портрета патриота появилось. Условно, если здесь выделить 10, а здесь точку отсчета считать 1 000 000, и это понимать, что это деление, то каждый из нас может оценить свой уровень патриотизма относительно нашей страны, нашего региона. Да, у меня не везде будет 10, я сидела уже анализировала. И я понимаю, где находится моя точка роста. То есть какие-то вещи я действительно делаю на 10, а какие-то мне нужно подтянуть для того, чтобы в полной мере отдавать себя своей стране и делать ее крепче и сильнее. Я благодарна всем, кто сегодня был здесь. Это уже значит, что вы патриоты, это значит, что вам эта тема не безразлична. И я, конечно, поздравляю вас сегодня с праздником, с Днем России. И желаю скорейшей победы, а она точно будет. Спасибо.